Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на тему «Появится, напишет, приедет, позвонит ли он?». Что от вас нужно? От вас нужно загадать срок, в который вы ожидаете появления мужчины, и выбрать свой вариант. Сосредоточьтесь, подумайте об этом мужчине, спросите. Загадывайте срок, пожалуйста, не день, не два, а подольше, месяц, 3 недели, ну вот как-то так. Потому что все-таки это Таро, это карты такие, они глубокие, они не дают, это не оракул и не игральные карты, они не говорят, что вот сегодня, завтра, там через час кто-то появится. Нет, они смотрят более глубоко, более глубинно. Поэтому, пожалуйста, срок более длительный загадывайте. Ну и это, конечно, не год, не 10 и не 3 года. Золотая середина, наше все. Итак, выбирайте вариант, а я перехожу к первому. Ну что, единички, смотрим вас. И появится, приедет, напишет, позвонит ли он. Итак, давайте сначала посмотрим, что сейчас на данный момент происходит у него в жизни, чем он занят, что не дает ему, что мешает встрече с вами. Вы знаете, у мужчины какое-то такое очень сложное сейчас положение, связанное либо с работой, либо с какими-то его обязательствами, обязанностями, ответственностью. Такой какой-то некий в жизни застой, который он всеми силами пытается решить, пытается от этого застоя уйти. Как бы именно через силу, через волю, через свой интеллект, какими-то именно мужскими такими волевыми качествами он пытается эту ситуацию прогнуть и разрушить. Есть, конечно, переживания, есть некий такой стресс, усталость, желание от всех отгородиться, желание как-то скинуть с себя этот груз. Пытается он как-то манипулировать, пытается найти какие-то выходы из ситуации, но пока это все в процессе, это все в такой некой в работе, в динамике. Нет пока точного результата у него, который он себе наметил и запланировал. Также есть у него, конечно же, переживания на тему отношений с вами. Есть желание с вами видеться, и мужчина даже скучает, тянется к вам всеми силами, ждет, когда решится у него этот вопрос, который ему мешает, который разделяет вас и его, и тогда он уже сможет как-то более активно проявлять себя. Вот его все вот эти переживания именно эмоциональные на тему ваших отношений. То есть мужчина скучает, мужчина тоскует, мужчина ждет, но сейчас никак не может появиться. Смотрите, да, все его какие-то заботы, хлопоты у нас выпали мечами. Вот и император, и все мечи, четверка, и король, и туз, и паж, то есть принцесса мечей, да, они тут у него прям какие-то, скорее всего, еще и юридические вопросы тут вполне могут быть, что ему нужно их решить. Если этот мужчина при положении, это, например, адвокат, судья какой-нибудь, не знаю, сейчас, господи, прокурор и так далее и тому подобное, вот сейчас просто завал дел, завал какой-то ответственности, завал в работе. Также этот мужчина может быть еще и врачом. Вот, кстати говоря, если это врач, медик, то в данной сложившейся обстановке в мире, то вполне понятно, почему вас разделяют. Это именно его работа, его занятость, его профессия. Вот не может он никак сейчас уйти, не может никак сейчас уделить вам время столько, сколько он бы хотел. Но он за это все дело переживает и по вам скучает, повторяюсь. И смотрите, я надеюсь, что вы загадали срок, там не неделю, не месяц, не день, не неделю, а что-то именно подольше. По картам получается, что встреча не состоится, потому что мужчина, во-первых, есть какие-то страхи, сомнения, внутренние страхи, сомнения, прям такая сильная какая-то некая боязнь, и он пытается от этой боязни уйти, пытается от нее избавиться, пытается все свои какие-то мысли такие непонятные, подвешенные качели
и неуверенность некую в себе, пытается излечиться, пытается от нее уйти. Но это ему сейчас тяжко дается. Но мужчина в процессе. И вот, по крайней мере, в загаданный период я не вижу, чтобы встреча и состоялась. Давайте, чтобы нам тут еще такого уточнить, чтобы вам более или менее четкую картину рассказать. Что ему мешает, мы увидели, что он скучает, мы тоже увидели. А давайте просто спросим у карт совета, что вам нужно сделать, чтобы эта встреча состоялась. Давайте. Может быть, он ждет от вас каких-то действий и весточки. Либо вы как-то его подтолкнете на какие-то именно решительные действия, чтобы он решился и объявился. Итак, совет вам, что вам нужно сделать, либо какой вам нужно быть. Ну, тут, конечно же, мудрость, терпение. Вам нужно немного дать ему время, подождать. Пока можете позаниматься какими-то своими делами, ответственностью, работой, семьей. Но вот тот срок, который вы загадали, давайте так. Вот ближе к концу срока вы можете как-то ему написать первое, и либо позвонить, либо что-то такое, какое-то действие по отношению к нему сделать в его сторону, чтобы он как-то более или менее духом воспрят. Ну, потому что здесь отшельник, девятка мечей, десятка жезлов. Очень сложные, тяжелые, тяжеловесные такие карты, особенно эмоционально и физически тоже. Но опять же, про физику мы уже увидели, что это работа, ответственность, да, но не может он никак. Вот. Ну и эмоции тоже не дают ему, какие-то внутренние барьеры не дают ему просто взять, вам написать и сказать, там, что вот так, я занят, не могу никак к тебе вырваться, но я очень хочу, скучаю, тоскую и так далее. Ну вот как-то что-то его останавливает. И вот вы просто дайте ему время, чтобы он как-то все это переварил, с этой мыслью свыкся. И ближе к концу периода, что вы загадали, просто сами сделайте шаг ему навстречу. Просто дайте ему понять, как-то, чтобы он более или менее осознал, что интересен вам, что отношения, общение с вами ему, точнее, прошу прощения, вам интересно, и вы ждете, когда же он наконец объявится и сделает этот самый первый шаг. И вот смотрите, вот здесь, прежде чем делать вот этот шаг, да, первый, вот тут очень хорошо все придумайте, взвесьте, прям рассчитайте. Тут такой здоровый, зрелый, некий такой должен быть прагматизм. Ну, как девушка умная, мудрая, здравая, да, я думаю, что вы точно продумайте свои слова, свои мысли, свои действия, чтобы он прям увидел, что вы заинтересованы в нем, чтобы у него все сомнения и неуверенность, они ушли. Вот такой у нас получился вариант номер 1, дорогие мои. Я желаю вам всего самого наилучшего. Самое главное — здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю и перехожу к двоечкам. Итак, двоечки, смотрим вас. И появится, приедет, напишет, позвонит ли он, но вообще как-то даст о себе знать, как-то объявится. Сначала посмотрим, что у него сейчас происходит в жизни, что не дает ему общаться, видеться с вами. Тут такие карты, дорогие мои. И прям я бы сказала, что этот мужчина сейчас защищается, стоит в некой такой обороне. Причем и физически, и ментально, и эмоционально мужчина в защите. И, конечно же, я думаю, что просто-напросто это обстановка в мире, она отложила свой отпечаток на отношения, на общение с вами. Мужчина просто-напросто не выходит из дома. С одной стороны, да, может не выходить из дома, а с другой стороны, тут какие-то есть еще и страхи, которые ему не дают просто-напросто даже элементарно позвонить или написать. Вы можете, конечно, думать и догадываться, что он тем самым пытается как бы манипулировать, как-то направлять отношения. Это какая-то хитреца может с его стороны быть, это действие его пропажи, да? Это может быть намеренно как-то что-то, он пытается вас на какие-то эмоции вывести. Вот такие могут вас мысли посещать. Но и с другой стороны, вы знаете, я бы сказала, что
Мужчина сейчас в таком подвешенном, непонятном состоянии, он не знает, что ему делать, куда ему идти, куда бежать, кричать «караул» или кричать «помогите, спасите», либо самому кому-то оказывать помощь. Тут такая большая эмоциональность, большие переживания у него сейчас есть, присутствуют, имеются. Мужчина, вот он, знаете, вот он такой мужчина, который боится чего-то, будь то это самая пандемия, будь то это какие-то другие вопросы. У нас, смотрите, как интересно вышло на ситуацию в его жизни, почему он пропал. Вот тут защита, 7 жезлов, да, смотрите, двое мужчин защищаются от потопа, от потопления. И вот здесь 9 жезлов тоже своего рода защита. Мужчина выстраивает забор, выстроил, и вот это чучело он сейчас устанавливает, чтобы защитить свой огород, да, от каких-либо напастей. И прям вот видно, что мужчина в обороне, причем во всех направлениях в обороне. Вот поэтому, может, он еще не выходит на связь, не приезжает. Ну, также по этим картам я бы не сказала, что мужчина хотя бы как-то элементарно выходит на связь через мессенджеры, соцсети. Такого здесь тоже не видно. И этому причина тоже его переживания. И вы знаете, все-таки здесь тоже есть некий расчет. Почему он все-таки не выходит на связь. Повытягивала доп. Карта, принцесса мечей, туз чаш, еще и король чаш. Вот тут, конечно, расчет специально. Хочет вывести вас, скорее всего, на эмоции, ждет от вас каких-то весточек. Почему? Сейчас я вам расскажу. Мы не видим, вот это видим мы нам, все процессы, которые мы можем сказать. А вот это то, что он скрывает. У нас тут выпала карта правосудия, старший аркан. То есть мужчина в подвешенном состоянии. Он взвешивает сейчас все за и против. Он не понимает, надо вам это или нет. Не понимает, нужно ли ему это общение или нет. Уместно ли оно сейчас. Стоит ли, не стоит. В общем, такое непонятное подвешенное состояние. И вы загадывали срок. И выйдет ли он на связь в загаданный вами срок? Вот, ну нет, не вижу я вот здесь с его стороны. Единственное, вот смотрите, 9 мечей, 5 пентаклей и, господи, король пентаклей. Вот я бы сказала, опять же, что мужчина просто-напросто сейчас находится в изоляции, как и весь мир. В изоляции, потому что есть боязнь, есть страх, что он может либо заразиться, либо как-то что-то где-то, какую-то болячку подцепить. Вот здесь по этим картам я бы сказала, что мужчина болеет. Болеет, поэтому не выходит на связь, отгораживается от мира из-за болезни. Все-таки король кубков нам намекает на какие-то приемы, знаете, вот именно каких-то сиропов, каких-то жидкостей в организме. Тоже тут такое и может быть. И здесь в ответе на вопрос появится нет, тоже намек на то, что мужчина просто-напросто может болеть, боится заразиться, боится как-то какую-то болячку подцепить, и поэтому просто бездвижен. Он сидит дома, пытается сохранить то положение, которое он сейчас имеет. Вот он, король пентаклей. То есть он восседает на своей территории как хозяин и всячески ее пытается оградить, всячески ее защитить, и тем самым защитить и себя, оградить от неких напастей, неприятностей и болезней. И просто может пережидать, когда все это пройдет. Но опять же, не забываем, что я уже говорила, что то, что он не выходит и на связь именно в соцсетях, тоже тут некий такой расчет есть. Тут опять же можно говорить о страхах, никуда они от него не уходят. Еще это его подталкивает на некую такую тишину. Просто аргументировать для себя он это может тем, что просто-напросто боится заразиться, либо просто в такой обстановке в мировой не хочет он никаких контактов, никакого общения. Но на самом деле тут, конечно, есть страхи, опасения, неуверенность в себе. Поэтому он просто-напросто сидит, сами знаете на чем, ровно, без каких-либо движений и поползновений.
Спросила у карт совет для вас, дамы, что вам нужно сделать, чтобы он вышел на связь, если, конечно же, вам это нужно. Ну, конечно, дать ему самой первой выйти на связь, обрубить вот эту тишину, обрубить вот эти все переживания, терзания, но это будет сложно. Достучаться до него прям будет сложно, как-то вывести его на контакт, вывести его на разговор, ну, прям сложновато. Это первое. Второе, дорогие мои, я бы сказала, что вам нужно просто переключиться на что-то или кого-то другого. Потому что у нас тут в центре триады старший аркан смерти. То есть это некая такая трансформация. Причем достаточно быстрая трансформация. Карта нам говорит о том, что вы можете, в принципе, просто-напросто не дожидаться появления данного мужчины, а пойти дальше. Пойти дальше искать кого-то другого, не сидеть, не ждать, а именно общаться, переключиться. Вот такой у нас вышел вариант для всех тех, кто выбрал цифру 2, дорогие мои. Я желаю вам, конечно, самое главное благополучия, здоровья, любви, красоты, внимания, терпения, гармонии. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а я перехожу к тройкам. Ну что, троечки, смотрим вас. И давайте сначала посмотрим. Циферку забыла положить. Сначала посмотрим, что у него сейчас происходит в жизни, почему он не появляется, почему он пропал. Сейчас у него в жизни случилась некая неприятность, какой-то уклад в его жизни, либо какие-то его дела, проекты, договоренности, либо какие-то отношения, они дали трещину. Сейчас происходит именно разрушение прежнего уклада некого. Причем разрушение это происходит со знаком минус для него. По крайней мере, сейчас, потому что тяжело, потому что нелегко, потому что приходится бороться, потому что борьба не дается ему таким результатом со знаком каким-то абсолютного плюса. Нет, тут, да, есть какие-то результаты, но они недостаточно положительные, недостаточно для него выгодные, хорошие и так далее и тому подобное. Ему нужно, он сейчас в таком положении, когда нужно проявлять силу воли, когда нужно проявлять характер, когда нельзя, он просто не может отвлечься на что-то другое, дать слабину, вот не может. Тут какие-то резкие перемены произошли, которые он даже не ожидал, что они в его жизни появятся, что они в его жизни придут и дадут вот такой разрушительный результат, который он имеет на данный момент. Также смотрите, что может быть. Конечно же, это может быть эта самая пандемия, которая не дает ему просто-напросто делать то, что он хочет. Может, человек сейчас тоже приболел. Может, человек сейчас в таком недостаточно здоровом положении. Я не говорю, что он там заразился и так далее и тому подобное. Но вот эти карты неожиданного какого-то вмешательства в его жизнь, причем это вмешательство повлекло за собой разрушение каких-то устоев. Вот именно, либо это может быть дома, либо это может быть на работе. Это связано с каким-то именно укладом жизни, помещением, либо, ну, не знаю, это может быть офис, это может быть дом, больница, это может быть какое-то место жительства. Ну, в общем, что-то именно стало разрушаться. Либо он просто занимается недвижимостью, и вот здесь какие-то неприятности у него. То есть он рассчитывал на один результат, а результат он рассчитывал получить достаточно хороший, большой, прибыльный, но получил совсем с точностью да наоборот. И вот это все просто-напросто выбило у него почву из-под ног, выбило его из колеи, и он сейчас пытается привести в норму свои дела, в порядок, ну, хоть к какому-то знаку положительному как-то их привести. Что мы не видим и не осознаем. То есть это мы можем догадываться, вот это то, о чем я говорила, да, вот эти карты нам показывают. А вот это то, что в тени, то, что нам неизвестно, то, что нам не подвластно и непонятно. Десятка жезлов и принцесса чаш.
какие-то переживания, какие-то такие глубокие переживания и вот те обязанности, те дела, те заботы, которые у него есть, они прям требуют от него больших сил, больших вот именно затраты какого-то большого количества времени, каких-то энергетических ресурсов, каких-то материальных ресурсов. В общем-то, всего понемногу это требует от него. И он всю свою энергию, все свои силы отдает туда, на решение вот этой вот неожиданной задачи. И, конечно, здесь есть переживания, здесь есть терзание, метание, страх, какая-то неуверенность и надежда на то, что все-таки все восстановится, что он сможет это все разрешить, что он сможет всю эту проблему разрулить и придет именно к результату со знаком плюс, даже может быть с какой-то некой выгодой для него. И, дорогие мои, появится ли он в загаданный срок? И здесь, да, вполне может быть. У нас тут выпали прекрасные карты. Туз жезлов, туз пентаклей и семерочка мечей. Да, появиться должен. Так что ожидайте. Как? Это может быть звонок или смс, или приедет, или свидание. Я пока здесь не вижу, пока не знаю. Но вот этот импульс, причем довольно-таки хороший, яркий, он есть для того, чтобы вы встретились и общение ваше продолжилось. Дальше я спросила, как будут складываться ваши отношения после того, или ваше общение после того, как он появится. Но достаточно ярко, гармонично, приятно, тепло. Он, скорее всего, еще и будет настаивать на каком-то вашем общении. Так достаточно упорно, что ли. Но вот смотрите, мои дорогие, в завершении своего расклада, что я хочу сказать, что здесь карты нам намекают, не говорят нам прямо, но все-таки это гадание онлайн, поэтому я рассказываю все, что я вижу, все трактовки карт, которые могут быть в данном раскладе. Здесь намек на то, что у мужчины были какие-то отношения с девушкой, с женщиной, и они неожиданно для него, они разрешаются. Либо не сильно неожиданно для него. Скорее всего, некая дама, вот с которой он был раньше, могла что-то сделать или быть инициатором развода, либо их связывали какие-то деловые вопросы. Вот, ну, в общем-то, некая дама, вот она, от нее было какое-то неожиданное известие, неожиданные какие-то некие бумаги, которые привели к тому, что все, что у него было, оно прошло прахом. Пошло вот это самое разрушение того уклада, который был у него до вот этого самого известия от этой дамы. Дама такая достаточно стервозная, дама такая достаточно озлобленная, дама умная, дама сильная, дама требовательная, дама где-то даже холодная. Такой у нее характер, знаете, как сталь такая. Прям. И поэтому он исчез, потому что нужно разрулить ту ситуацию, прежде чем начать с вами дальше общение. Но вот тут дальше опять же намек на то, что да, в вашей жизни таки он появится в загаданный вами срок, но семерочка мечей может обманывать, может лукавить, может что-то не договаривать о прошлом, о той ситуации, которая сейчас происходит в его жизни, почему он пропал. Ситуация все-таки, скорее всего, связанная с некой дамой. Вот она, семерочка мечей, да. И здесь, как будут складываться ваши отношения, тоже есть намек на то, что мужчина может затушеваться, мужчина может дать слабину. Да, вначале отношения будут складываться достаточно приятно, легко, так ярко, страстно и гармонично, но в какой-то момент мужчина может, как бы, грубо говоря, забуксовать и дать задний ход. Вот такое тоже может случиться. Так что имейте в виду, это проиграется не у всех, но, в общем, рассказываю все, что, по крайней мере, вижу в этих картах я. И как они у меня проигрываются в раскладах. Ну, частные мои трактовочки. Итак,
Я вам желаю, конечно же, самое главное здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Берегите своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи.